Не так давно, а именно в апреле этого года в Сухуме заработала клиника прозрения с высокотехнологичным оборудованием, специалистами высшего класса, которые проводят передовые операции по заболеваниям глаз. В частности, впервые в Абхазии появилась возможность оперировать пациентов с травмами, а также с проблемами со зрением, полученными в связи с сахарным диабетом. О возможностях по получению в Абхазии высокотехнологических медицинских услуг, о том, как их можно развивать и что для этого необходимо сделать, поговорим с главным врачом клиники прозрения Астамуром Гулария. Здравствуйте, Астамур. Здравствуйте, Билал. Расскажите, пожалуйста, трудно ли было открыть в Абхазии клинику такого уровня? Сложно ли пришлось и с чем вы столкнулись в этом процессе? Клиника задумывалась довольно-таки давно. Открыть саму клинику не так было сложно, сколько было сложно найти инвестиции для открытия этой клиники. Но при сильном желании создать в Абхазии уникальную офтальмологическую клинику, и чтобы наши граждане пользовались всеми возможностями этой клиники, были найдены инвестиции, и нами была открыта довольно-таки качественная, высокотехнологичная клиника. То есть вы получили какую-то поддержку со стороны спонсоров? Нет, эта клиника полностью открыта на мои личные средства, и до сих пор она развивается именно на те средства, которые были мной заработаны. На самом деле, лично я слышала очень такие хвалебные отзывы о том, вот, что они посетили клинику прозрения и что получили какие-то уникальные услуги, и что это очень помогает гражданам. Но чтобы не стало рекламой, мы не можем не коснуться того, в чем уникальность вот таких услуг, которые сегодня предоставляются в этой клинике. Немного расскажите, пожалуйста, о них, чтобы люди все-таки знали, какие возможности у них есть. Для Абхазии именно она уникальна тем, что в клинике реализован целый комплекс как диагностический, так и операционно. То есть на сегодняшний день, придя в клинику, мы проводим полное диагностическое исследование как для хирургии, так и для обычной диагностики. И предоставляем пациенту выбор по хирургии, какие виды хрусталиков они могут себе позволить. То есть на сегодняшний день очень большое количество пациентов выезжало за пределы республики, и им проводились те же операции по поводу катаракты, и мало предоставлялось возможности выбирать. На сегодняшний день клиника уникальна то, что мы первые начали проводить такие операции, они высокотехнологичные, позволяют полностью реабилитировать пациентов и дать возможность им качественно видеть этот мир. А мы одни из первых начали имплантировать торические линзы. Это довольно-таки сложные линзы, которые требуют очень тщательного подбора и дооперационного высокотехнологичного обследования. В каких случаях их используют, ставят? Вы знаете, у пациентов они рекомендуется, когда есть астигматизм, то есть это неправильно. Как раз моя личная проблема, вот астигматизм, да, например, один глаз практически все видит, другой глаз практически ничего не видит, когда носишь очки, начинается головокружение. Ужасное, которое я не хочу и не могу терпеть, и просто ничего не ношу. И нагрузка на один глаз, естественно, высокая. Я думаю, что многие люди, так же, как я, вот и вы в этом случае... Это анизометропия называется, то есть когда разные глаза, и на самом деле очки не помогают. И есть два способа исправления. Это либо мягкая контактная линза, либо проводить рефракционную операцию. То есть это операции на переднем отрезке глаза, проводятся на роговице. И у нас в нашей клинике вот именно рефракционного типа операции, они на данном этапе развития они не проводятся. Если у человека есть проблемы со зрением, вот, которые возникают при сахарном диабете, это наверняка сложные случаи, вот могут ваши врачи помочь таким людям? Да, при сахарном диабете на самом деле очень тяжелые пациенты. Эти пациенты так становятся они постоянными. Это хроники, так как и с глаукомой, так и с сахарным диабетом. Довольно-таки тяжелые пациенты. В нашей клинике они становятся на диспансерный учет. Мы их ведем, а клиника делает все возможные процедуры, которые будут нужны
пациентам с сахарным диабетом, а с глаукомой тем более. В клинике проводятся довольно-таки высокотехнологичные операции по глаукоме. Мы как диагностируем, так и оперируем, и проводим и с дренажами, и без дренажей, то есть хирургию глаукома. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что есть вот такие высокотехнологические операции, упомянули о том, что сейчас люди за такими услугами ездят в Россию, там, в другие страны, чтобы получить такую услугу, а сейчас она здесь появилась. Скажите, пожалуйста, вот вы как человек, который медик, во-первых, во-вторых, человек, который смог организовать такую компанию, как вы думаете, следует развивать медицину в Абхазии для того, чтобы вот таких вещей, таких клиник, таких возможностей, вернее, скажем так, да, исходя из целей конечных, да, стало в Абхазии у людей больше? Да, что вы спасибо, думаете? хорошие вопросы задали. Необходимо, это жизненно важно, развивать такие клиники, и эти клиники, они должны быть направлены на не то, чтобы это был бизнес, а именно то, чтобы эти клиники могли дать возможность нашим гражданам получить хорошую, качественную, профессиональную медицинскую помощь у себя на родине. То есть зачастую это пациенты за 50, за 60, за 70 лет, пожилые, и им очень тяжело выезжать за пределы Республики Абхазия. Они вынуждены выезжать за пределы нашей страны. Наша клиника, она в первую очередь призвана максимально помочь нашим людям получить все необходимое у себя дома. Помимо этого, в нашей клинике работают и обучаются молодые специалисты. То есть клиника и отправляет на учебу. Сейчас у нас специалист будет уезжать на обучение. И тем самым мы взращиваем свои кадры. То есть мы не прибегаем к услугам, так скажем, фрилансеров, которые приезжают из России, приехали, что-то сделали и уехали. То есть наша задача создать такую клинику, которая на постоянной основе будет в Абхазии оказывать хорошую высокотехнологичную помощь. И это наверняка касается всех областей, не только, допустим, как назвать заболевание глаз, не только это всего касается. Да. У нас очень много молодых специалистов именно с Абхазии. Что должно сделать государство, Минздрав в частности, для того, чтобы как-то поддерживать такие проекты, такие идеи, для того, чтобы не только заключать соглашения различные, да, которые зачастую, к сожалению, остаются на бумаге, с какими-то клиниками и так далее, да, но для того, чтобы как-то продвинуть эту идею. Я вас услышал. Минздрав на сегодняшний день во главе с нашим министром здравоохранения нам оказал всяческую помощь, он поддерживает нас. Но что должен, на мой взгляд, наверное, это самое важное, это кадровый вопрос. Не всегда все зависит от оборудования, да, иногда есть оборудование, но использовать его некому. К сожалению, некому. Это не всегда оборудование решает все задачи. Иногда оно просто пылится, стоит, и люди просто не могут. Кадровые вопросы, то есть это кадровый резерв, надо воспитывать своих. То есть, где вы врачей набрали? Вы знаете, у нас работает сейчас молодой специалист, она из Абхазии, Гергия Сария Тимуровна. Она закончила ординатуру в Москве. Кстати, заканчивала ординатуру там, где я заканчивал. Мы очень много общих учителей у нас. И как только я услышал, что есть специалист, который хочет обучаться и дальше развиваться, я сразу принял решение взять на работу. У нас открыты вакансии, то есть нам необходимы, мы очень сильно ищем детского офтальмолога. Я хочу, чтобы этот детский офтальмолог тоже был местный, чтобы он на постоянной основе был. Но мы в ближайшее время планируем развивать именно детскую офтальмологию. Это очень востребовано в Абхазии. Детских офтальмологов на самом деле трудно найти даже в России. С этим огромная проблема, потому что все стремятся, так скажем, в хирургию или еще куда-то.
Вот. И у нас в скором будущем открывается детское отделение. Все оборудование для этого закуплено. В связи с многими проблемами, которые вы знаете, сейчас сложно с этим. И мы в ближайшее время запустим детскую часть нашей клиники. И на первых этапах, конечно, мы будем приглашать врача из России. Но с тем самым мы будем воспитывать и помогать всячески расти нашим врачам. Что вы скажете о ценах в вашей клинике, если сравнивать, допустим, с ценами, если ты уедешь получать услугу? Цены у нас самые... минус дорога, понятно, минус поездка и проживание. На самом деле у нас цены самые демократичные. Моя задача не сделать из этой клиники такой бизнес. Моя задача создать условия работы, в первую очередь, для себя, для врачей, которые будут работать в этой клинике, и максимально, чтобы получили хорошее, качественное лечение пациенты. Считаете, что нужна платная медицина или бесплатная? Я считаю, что должна быть обязательно и платная медицина, и должна быть, конечно же, медицина, которую поддерживает государство. Как вы видите... Бесплатного нету ничего. Даже в бесплатной медицине есть все равно платная часть. Бесплатно невозможно вылечить человека на сегодняшний день с теми технологиями, которые есть, что-то сделать бесплатно. Телемедицина, какой-то проект у вас есть? У тоже нас, буквально вы могли бы отличный упомянуть. Вопрос, да. Одна из самых первых задумок, это была телемедицина. Мы сделаем так, что мы сможем привлекать любого специалиста из любой точки мира, и он сможет непосредственно у себя смотреть клинические случаи. Спасибо, мы обязательно, я думаю, встретимся еще раз, чтобы продолжить разговор. Я напомню, что главврач клиники «Прозрение» Астамур Гулари рассказал о возможностях по получению в Абхазии высокотехнологических медицинских услуг, о том, как их можно развивать здесь, в Абхазии, что для этого необходимо.